Должен определить имя абсолютного чемпиона мира по боям без правил. Подгруппа А. 4 пары. Первая пара Смирнов-Тарасов. Максим Тарасов, 24 года. Дзюдо, Россия. Андрей Смирнов, 28 лет. Борьба Турон, Узбекистан. Андрей Смирнов. Рост 182 сантиметра, вес 90 килограмм. Чемпион международного турнира по системе единоборств Гурон. Я напомню нашим телезрителям, что Смирнов был в первом круге свободен, и поэтому второй круг попал без схватки. В общем-то, мы сейчас его увидим первый раз. И было бы очень интересно посмотреть, что такое борьба Гурон. Я, честно говоря, не знаю такой борьбы. А вот соперник Смирнова. Максим Тарасов. Рост 182 сантиметра, вес 85 килограмм. Максим является представителем дзюдо. И хочу напомнить зрителям, что он был призером чемпионата СССР по дзюдо. В общем-то, это большое достижение. Это достаточно сложно попасть в призеры чемпионата СССР. Максима уже мы видели. Он первую схватку у нас выиграл у представителя школы Волкхана достаточно уверенно. Он выиграл, он, кстати, еще участвовал в чемпионате Евразии по джиу-джитсу и стал там призером, насколько я знаю. Ну, уже говорили о том, что он был участником чемпионата Евразии. Одна схватка, победа, одна у него, у нас такой ведется рейтинг. В общем-то, зрители его уже видели, как-то к нему привыкли, уже что-то могут о нем сказать. А вот борьба Гурон у нас пока темная лошадка, если можно так выразиться. Ну, вот началась схватка, посмотрим сейчас. Да, что будет. Да, что Максим, кстати, обладает и ударной техникой, и борцовской техникой. Вот что хорошо. Вот и пропустил удар, очень чувствительный удар. Очень даже... Я не ожидал, что так он... Ну, молодец. А вот посмотри, вот то, что я говорил. Обладая ударной техникой, он взялся в удар и пропустил. И тут же переключился на борьбу. И сбил в партер довольно легко Смирнова. И, в общем-то, сейчас держит его. В общем, вот на данный момент у него предпочтительное гораздо положение, чем у Смирнова. Потому что вот он сейчас сверху сядет. Если он сядет сверху, у него есть возможность схватить, сделать удар. Вот он в лучших традициях пытается провести серию ударов по лежащему мячком. Нет, но зато перешел на руку сразу. Сразу перешел на руку, пытается сделать рычаг локтя. И тянет, в руку выгибает. Нет, Смирнов ушел. Уже ушел. Смирнов тут уже с такого положения уже не сделаешь. Рычаг локтя уже с такого положения. А вот смотри, Максим неожиданно оказался внизу. Очень неожиданно, как-то сам ушел, по-моему, для себя, наверное, неожиданно он там оказался, потому что, в общем-то, сейчас положение у Смирнова уже предпочтительнее. И Максим защищается, видишь, уже... Я могу понять, Смирнов, он такой ударник. Ну, в общем-то, я пока не определила, честно скажу, мне трудно сказать, потому что... Все время наносить удар. То, что он не пытается перебороть. То, что он нанес, да, не перебивай, то, что он нанес отличный удар Максиму в самом начале схватки, который просто потряс его, он даже присел на колено. Это, в общем-то, говорит о том, что он обладает. А вот Максим Тарасов, все-таки, смотри, все-таки он, вот что значит умение бороться в партере, он опять сверху. Да, Максим сейчас положение более выгодным. Несомненно, предпочтительное положение, потому что он сейчас будет пытаться обязательно либо завершить схватку ударами, либо пытаться делать болевой. Вот пытается, да, сесть на руку, не получилось. Но, видимо, все-таки Смирнов обладает какими-то навыками борца. Нет, все равно пропускает атаку на руку, на рычаг локтя Максим опять делает. И, в общем-то, он вытянул. В общем-то, положение такое, что вообще-то должен сдаться. Да. Должен сдаться, но смотри, нет, а рука-то зафиксировала, хорошо вытянул руку. Очень странно, оторвал руку, что он не сдается Смирнов. Очень странно, нет, все, уже ушел Смирнов. А вот сейчас переходит Тарасов на очень оригинальный прием. Это вот сейчас побеждал Грейс таким приемом. Это он удушающий, можно душить ногами, а можно делать болевой на руку. Вот рука торчит у Смирнова, видишь? Да, вот, то есть вот сейчас бы он мог бы отломать, но он пытался задушить. И рука вот ушла рука у Смирнова, и он выскочил. И вот опять Тарасов оказался внизу. Опять пропускает удары, причем, смотри, Смирнов так агрессивно атакует. Нет, вот опять вот умение бороться. Очень легко перевернул. Кстати, сейчас он его прижал к сетке. И вот отсюда Смирнова будет очень тяжело выйти. И вот пошли удары. В лучших традициях боев без правил. А судья, видишь, судья уже тоже это видит, он готов уже вмешаться. И тут уже явно, да, можно было даже, правильно сделать. Даже если бы Смирнов не сдавался, я считаю, что надо было останавливать схватку, потому что он был в безнадежном положении. Да, у нас есть первый четвертьфиналист. Да, и это Максим Тарасов, я очень рад за него, потому что очень симпатичный парень. Очень заслуженно победил. В общем-то, не слабого соперника, потому что я считаю, что достаточно сильный был соперник. И очень отрадно, что вот у нас все-таки очень много экзотичных видов спорта приехало с единоборств. Гурон, там, Юсака, с которыми, наконец, мы начинаем знакомиться. Да, бои петухов, и зрителям, и очень интересным специалистам, я думаю, тоже.
Сейчас Поздравляю посмотрим Максима на повторы. Тарасова, да. Смотрим повторы. Сейчас будет удар. Вот он, вот сейчас будет удар. Вот он, ох, прям в челюсть пропустил. Прям в челюсть. Ну смотри, устоял. Но Андрей Устоял. не воспользовался. Если Устоял, бы он кинулся да. в атаку... А это может быть вот устоял. Смотри, как он сел на колено. Может быть, это принцип. Это не этой принцип, борьбы. я думаю, это просто вот недостаток опыта пока боев без правил. Понимаешь, он, Да, может быть. он был выгодно, но не пошел, потому что... Нужно было добивать сразу. Да, а вот то, что я говорил. Тарасов поймал на удар ногой, подошел близко, захватил ноги и перевел в партер, бросил. И все. А вот это Смирнов, одна из атак, наверное, из редких атак. Да, Максиму ударных, досталось да. в этой схватке. Да. А как легко уходит Максим. А потому что Как Смирнов легко не уходит Максим. занимается борьбой, он пытается все-таки Ну, добить трудно ударами. сказать, может Гурон, может они и борьбой занимаются, может это борьба, трудно очень сказать. Максим очень легко ушел, ну а здесь уже, конечно, да, тут уже он прижат к сетке, смостить он не может, встать на мост, а уйти на Максима это невозможно, потому что центр тяжести он очень низко, и тут никуда не деться, никуда. И совершенно прав судья, что вот стоит уже вот просто наготове. На месте секунданта я бы кидал полотенце, кстати, чтобы не допускать вот лишних ударов по Это голове. очень интересный вопрос. Когда останавливать схватку? Еще можете какие-то негативные моменты или позитивные вот именно вашей победы в этом поединке отметить? Негативные моменты, ну, надо было болевой пораньше, конечно, сделать. Лишних сил много истратил. Мог и проиграть, кстати, когда находился в положении. Ну, вот так получилось. Первым четвертьфиналистом чемпионата стал Максим Тарасов. Вторая пара – Парунгау-Марай. Анасис Парунгау, 25 лет, Кон Калан, Филиппины. Рикардо Марай, 28 лет, джиу-джитсу, Бразилия. Анасис Парунгау, рост 177 сантиметров, вес 90 килограмм. Я напоминаю зрителям, что Анасис Парунгау являлся участником 7-го чемпионата по боям без правил в Америке, так называемых UFC. И имеет там одну победу. И, в общем-то, что такое Кон Калан, мы уже видели. Рикардо Марай, рост 2 метра 5 сантиметров, вес 115 килограммов. Вот, а Рикардо Марай занимается в школе Грейси 4 года джиу-джитсу. Очень много участвовал в своих там в Латинской Америке в этих турнирах. И, в общем-то, на крупный турнир он выезжает впервые. Это пробный камень такой. Ну, думаю, что у него будет хорошая карьера, потому что очень внушительный человек. Вот. Я начал говорить про Кон Калан, это представитель Анасис Парунгау. Мы видели его в бою с Павлом Байшевым, что он достаточно уверенно и, в общем-то, красиво выиграл тот бой. И, то есть, это боец. Он владеет ударной техникой. Да, ударной техникой. Это уже ясно. И очень агрессивный. Он, если ты помнишь тот бой, он просто Павла там замучил. Он Да, причем задергал. более крупного. Да, и лез на него просто... Ну, правда, Марая, я думаю, так вот наскоком не возьмешь. Просто из-за разницы в весе, из-за разницы в росте. В общем-то, тяжело. Вот смотри, какая интересная татуировка у Марая на плече. Я все время никак не могу разобрать. То ли леопард какой-то, то ли что-то. И Дракон вот, какой-то. да, его Адилсон Алимы, кстати, на плече то же самое. Это, видимо, какой-то знак школы. Я вот не знаю, к сожалению, не успел спросить у них, когда они были в Москве. Итак, бой начался. Посмотрим. Бой. Ну, посмотрим, что на этот раз Анасис Парунгау противопоставит гиганту бразильцу. Вот пока легко двигается. Легко. Но вот я думаю, что он будет пытаться все-таки лезть в удары. Вот и пропускает удар. Пропускает удар. Марай, оказывается, нет, быстрый полез в может борьбу. быть. Нет, смотри, полез в борьбу Парунгау. Но Кон Калан, значит, это еще не только удар. Вот, смотри, значит, это и борьба. Это действительно борьба Кон Калан. Видимо, он владеет борцовскими приемами. Но, к сожалению, вот его атака захлебнулась, потому что Марай тоже владеет приемами борьбы. Он очень аккуратно, очень грамотно просто накрыл, просто как на тренировке. Тот пошел в ноги, а Марай просто придавил его сверху. И, в общем-то, я думаю, судя по тем боям, которые видел Марая, он его попытается всеми силами оттуда не выпустить. Да, наверное, Всеми да. силами. Вот пошли удары ногой, коленкой. Ой, какой удар. Очень мощный удар. Представляешь, что такое оглоблей со всего размаха? Коленом по голове. Это очень, я думаю, что это очень чувствительно. И смотри, и готовит опять удар. И еще удар готовит. И еще удар. И хоть закрывается Парунгау рукой, я не думаю, что это особо ему помогает. В общем-то, наверное, он сразу попытался уйти из этого положения. В общем, очень, потому что неприятно. Я посмотрел, он его просто забивает. Все, вон вылетело полотенце. Секундант бросил, кстати, правильно сделал.
Правильно сделал, потому что вот ошеломленный Порунгава сидит, наверное, не может понять, просто откуда сыпались эти удары на него. Вроде руки были там, а били по голове. Рикардо Морай, А это уже Бразилия. привычная достаточно картина. Морай с поднятыми руками, он так картинно их поднимает, очень так фотогенично, я бы сказал. То есть по-телевизионному молодец, стоит, вот позирует. Понимает, наверное, что красив. Да. Понимает, наверное, что В этом внушителен, да. Я так думал, что Морай не такой подвижный, но он оказался Да, и да, очень быстро. да. Ты видел, как он У него легко были ушел? Мощные удары. Как он легко ушел от нырка в ноги, от атаки в ноги Порунгава. Порунгава на самом Да. деле это очень резкий, мы это У него видели. реакция есть. Он был внушительный. Очень серьезный борец. Да. Вот сейчас посмотрим. Вот, нет, не пропустил, он, в принципе, скользячкой прошел удар. В общем-то, он Вот не сейчас был будет у такой. них какая-то сцепка, не где у было. него будут удары. Смотри, он очень резок, Морай. Вот, еще один. Ну, прошел промах- скользячку, видишь, а мимо. Порунгава лезет Да. бороться. Да. А смотри, да, не показали нам, к сожалению, в повторе, как Удары они упали. действительно мощные. Но удары коленом, они, я думаю, просто сокрушительные. Посмотри, как он оттягивает назад ногу, просто поднимает ее. Вот. Вот, смотри, как он готовит. Вот. Да, это, я думаю, такие удары, наверное, надо было сдаваться сразу, не терпеть. В общем-то, судья был прав, что не остановил этот бой. Это, кстати, к вопросу о судействе, который ты задал перед той схваткой, когда остановил схватку. В общем-то, сейчас, конечно, не надо было останавливать. Судья просто должен был быть готов. Тут секундант полотенце выкинул раньше, чем остановил судья. Но, в общем, я думаю, что судья стоял на готове и был готов прекратить схватку, потому что это уже... Избиение Да, младенца. да, это уже, в общем-то, избиение. И видно, что Порунгава оттуда не уйдет. Рикардо Морай не стал комментировать ход схватки. Да, в общем-то, все ясно и без слов, не правда ли? Да, конечно. А Максим Тарасов получил очень серьезного противника в четвертьфинал. Вот он. Вот он демонстрирует свои руки. Наверное, самые длинные руки в чемпионате. Третья пара. Роман Комков, отдыхавший в первый день, и Рустам Талибов. Роман Комков, 26 лет, самбо, Россия. Рустам Талибов, 21 год, каратэ Кёксинкай, Дагестан. Роман Комков, рост 178 сантиметров, вес 90 килограмм. Мастер спорта по дзюдо и самбо. Чемпион и призер международных турниров по самбо и дзюдо. Я хочу добавить, что Роман Комков, неточная информация, он чемпион и призер первенства СССР по самбо среди юниоров даже. Это большое достижение, в общем-то. Его противник Рустам Талибов. Рост 172 сантиметра, вес 72 килограмма. Чемпион России по каратэ, чемпион Дагестана по каратэ. Ну, я, кстати, хочу поправить Дмитрия, потому что Роман Комков не отдыхал в первый день, он был готов драться, он вышел, это не явился его соперник. Просто Роман выходил на ринг, ему подняли руку, то есть это не было, так скажем, отдыхом. А Рустама Талибова... То есть он волновался. Ну да, это все равно, он же вышел на ринг, он же знал, что не является соперник. Понятно. Вот. Рустама Талибова мы уже видели на этом чемпионате, очень красивый был, у него зрелищный бой получился с Николаем Малквистом из Швеции, с самбистом, кстати. Кстати, Рустаму Талибову везет на самбистов, он опять попал на самбиста, и опять на более тяжелого. И вот Роман, он сразу пошел в атаку, причем ввязался в обмен ударами, вот и пропустил. На встрече пропустил, на контрудар пропустил, причем достаточно сильный, но устоял. Роман, устоял и полез. Вот, и он теперь понимает, что не надо ему драться, ведь Да, надо атаковать и идти в захват. А Талибов отрабатывает. А смотри, как верткой Талибов уходит. Да, уходит. Уходит. Вот Талибов выигрывает сейчас скорость сейчас. Он понимает, что ему нельзя ввязаться в захват, и он пытается все время уйти, отмахнуться и уйти. Тут, конечно, он не... Вот попытка заднюю подножку Роман пытался делать, но все равно сбил в партер Талибова. Посмотрим, сможет ли он одолеть, потому что Рустам очень верткий. Очень верткий, но я должен сказать, что Роман Комков — это представитель школы самбо-70. Я тебе уверяю, что там болевые не идет. Вот, пожалуйста, он сел на руку, на рычаг локтя перевернул ногами. Вот грамотно убирает ногу, голову ногой, отогнул, и все взял. Вот все. Ну, когда он сел на руку, в принципе, я не сомневался, что он сделает. Прямо, смотри, в кровь разбил ему Талибов. Это тот удар, единственный, который пропустил Роман навстречу. Очень жесткий удар. Победу разбил ему голову. одержал Роман Комков. Россия, Москва. Да, проиграл Талибов. Проиграл. Второго самбиста Талибов не смог одолеть. Первого он одолел, второго не смог. Ну хорошо дрался. Видишь, он не показывает. Он единственный, по-моему, из всех участников, из каратистов, показывает чисто каратистскую технику. Да. То есть он бьет ногами,
Вот сейчас будет. Вот, как жестко, как Да, голова аж как дернулась у Романа. Очень акцентированный жестко, удар, очень точный жестко довольно. встретил. Очень, ну, Роман устоял, молодец. Устоял. И вот видно, что Роман сейчас, он идет в атаку с ударом, но явно уже с желанием Да, на захватить. захват. Захватить. А вот смотри, как ушел Талибов легко. Красиво ушел очень. Попытка Да, задней да, подножки задней была, подножки не но он потом получилось. его обманул, опрокинул Да, вниз. перевел в портер Задавил. просто, да, все. А когда перевел в портер, тут уже, конечно, да, Роман Комков достаточно высокого уровня самбист. Действительно, болевые приемы. Вот, видишь, как он грамотно голову убирает. Убирает голову, и тут уже, да. И уже сдачи, и, в принципе, деваться некуда было Талибову. Роман Комков выиграл, мы его поздравляем, он выиграл заслуженно. В общем, сейчас мы видим, что тяжело досталась Роману его победа. Он даже отказался от интервью и просто ушел. Ну, тяжело, действительно, тяжелый был бой. Красивый и тяжелый бой. Молодец. Роман вышел в четвертьфинал, и его противник выяснится после схватки последней пары подгруппы А. Кудин-Ерохин. Василий Кудин, 36 лет, греко-римская борьба, Россия. Виктор Ерохин, 27 лет, боевое самбо, Россия. Василий Кудин, рост 180 сантиметров, вес 90 килограмм. Мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по греко-римской борьбе. В первой схватке Василий одержал убедительную победу над представителем Ушу Саньда из Беларуси Владимиром Будько. Достаточно так уверенно провел. И сейчас, я думаю, что будет не менее интересный бой у нас. Его противник Виктор Ерохин. Рост 176 сантиметров, вес 100 килограммов. Виктор – бронзовый призер чемпионата России по борьбе самбо в 1995 году. Ну, я бы хотел добавить про Василия Кудина еще. В свое время, когда мы только начинали чемпионаты, и был у нас первый чемпионат Евразии, Василий Кудин был первым участником, подавшим на официальную заявку. Я считаю, что это надо писать просто золотыми буквами в историю чемпионатов. А Виктор Ерохин, уже тоже достаточно знакомый нашим зрителям спортсмен, и по первому чемпионату он финалист первого чемпионата Евразии. И сейчас он уверенно выиграл свои предыдущие схватки. Очень мне импонируют оба спортсмена, очень такие спокойные. Как-то не нервничают, так выходят с таким достоинством. Посмотрим, значит, у нас боевое самбо против греко-римской борьбы. Кто? Ну вот Ерохин, я смотрю, изготовился, в общем-то, на ударную технику. Он в интервью уже говорил, что хочу поработать руками. Вот он понимает, что бороться, в общем-то, без курток с греко-римской борьбой, в общем-то, тяжело. Но вот сейчас пытался бросить его Кудина, а Ерохин очень грамотно зацепился за ногу и завалился на него. Вот Вася отбивается, как может, отбивается от настырного Виктора. Как может. А Виктор знает свое, да, вот это вот любимое, вот он захватывает ногу на ахиллес, а это, в общем-то, его преимущество, потому что нет в греко-римской борьбе приема ущемления ахиллова сухожилия, а в борьбе самбо есть. Да. И вот смотри, вот он, все, сдача. Василий сдался, потому что захват был очень плотный. Я даже не успел об этом сказать, но захват был очень плотный. И, в общем-то, трудно было Василию защищаться в этом положении. Виктор Ерохин, победитель этой встречи. В общем, встреча достаточно скоротечная оказалась. Кстати, все встречи, я вот так не засекал специально, но я думаю, что где-то в среднем длятся 3-4 минуты, очень быстро. Нет длинных встреч, пока, по крайней мере, потому что достаточно одной ошибки, и человек проигрывает. Вот мы смотрим, пошел Виктор, вот то, что я говорил, пытается Василий прогибом пытается бросить, а Виктор зацепил за ногу. Да, и получилось, что Василий сконтрил Виктора на себя. И попал в очень неудобное положение. В очень неудобное положение, вот Виктор сразу пытается сразу добить. Вася, правда, пока удачно защищается, Виктор пытался добить. Вот и ногами уже Вася отпихивается. Вот он захват. И вот очень грамотно Виктор перекатывается, растягивает Василия. Все, уже Василий сдался, уже до этого был удар по ковру. И сейчас удар по ноге. Сдача очень чисто, очень грамотно. Начинали вы схватку традиционно, хотели поработать руками. Ну, получилось немножко по-другому. Что-то пошло ноги. Скажите, вы своего соперника знали, он тоже участник первого чемпионата мира Евразии. Специальную тактику готовили или вот сценарий примерно такой же, как вчера, только немножечко другой, скажем, болевой? В принципе, никогда не готовлю специальную схватку, все по ходу, я считаю. В подгруппе А определились четвертьфиналисты. Первая пара Тарасов-Марай, вторая пара Комков-Ерохин.
Подгруппа «Б». В этой подгруппе также 4 пары. И первыми на ринг выйдут Беседин и Илюхин. Михаил Илюхин, 26 лет, боевое самбо, Россия. Андрей Беседин, 27 лет, самбо, Украина. Андрей Беседин, рост 184 сантиметра, вес 100 килограмм. Чемпион СССР по самбо. Я напомню телезрителям, что Беседин у нас в первом круге был свободен, и во второй попал автоматически. В общем, мы его не видели. Первая его схватка достаточно интересно будет посмотреть. Его противник Михаил Илюхин. Рост 176 сантиметров, вес 95 килограмм. Михаил мастер спорта международного класса, чемпион России по борьбе самбо. Да, схватка достаточно получилась волей жребия такая неординарная, потому что встретились два очень титулованных спортсмена, причем оба самбисты. И хоть Илюхин представляет сейчас боевое самбо на этом чемпионате, но он чемпион России по самбо, как уже Дима сказал. А Андрей Беседин, он чемпион СССР по самбо. Михаил Илюхин чемпион чемпионата Евразии по боям без правил, а Андрей Беседин чемпион аналогичного турнира в Харькове, называется «Бои без правил. Честь воина». В общем-то, как-то мне даже очень жаль, что вот жребий свел их вот так именно рано, в этом, да, на этом кругу, потому что очень титулованные, получается, достаточно и в прошлом, и вот по нашей версии тоже спортсмены. Достаточно интересно посмотреть, кто и что будет. Вот Беседин стал в стойку явно вот такого ударника, а Илюхин себе не изменяет и сразу пошел в атаку, пошел в захват, пошел бороться. А вот Беседин пытается наносить удары. Илюхин сбил. В общем-то, это в этом микробое победил пока Илюхин, потому что он до своего добился. Он сбил Беседина в партер, причем он находится сверху в удобном положении. В удобном. А Беседин явно боится, что будут наноситься удары сверху, поэтому он так не сопротивляется активно, а просто вяжет Илюхина. Он вяжет Михаила и, видимо, выжидает, ждет ошибки. Но цена ошибки достаточно велика, конечно, в этих поединках, потому что одна ошибка приводит к поражению. Нету судьи, который остановит, откроет счет, там еще что-то. Ошибся, проиграл. Вот, а Михаил целенаправленно пытается забраться наверх. Он наносит удары по корпусу. Да, причем, опять заметь, это вот смотри, вот эти сбивающие дыхание, удары по почкам, по ребрам. Да. Достаточно сильный удар это, в общем-то, потому что рука-то крепкая. Я хотел обратить внимание, вот сетка, вот зачем сетка еще нужна. Ты видишь, так бы они укатились и все. Да, и нужно было остановить и начать все сначала. И уже нет преимущества Илюхина. То есть он его добился, а их поднимут и все сначала. Нет преимущества. Вот он, опа, есть сдача, неожиданно. Очень неожиданно для меня. По-моему, Михаил сам обрадовался очень. Он обычно не очень эмоционально, а тут посмотри, прям скинул руки. Он удушил. Удушил Беседина, да. Для меня это неожиданность. Я думаю, что неожиданность для Беседина тоже. Он явно был не готов, он расстроен, конечно. Ассоциацию спортивных единоборств профессионального... Не ожидал я, что будет именно удушающий. Сейчас мы на повторе посмотрим. Надо посмотреть, я не успел ничего увидеть. Я прав. Там была сдача ногой, потом рукой. Красивая очень фигура у Михаила. Очень мощный человек. Мощный. Вот смотрим. Михаил в захват пошел и сразу пытается сбить. Но он, видимо, был больше уверен в своих силах, именно как борца, чем Беседин. Я не знаю почему, но он шел бороться. Вот сбил он его. Вот эти удары. Сильный удар достаточно. Даже в рапиде. Посмотри, какие резкие удары. Да. Чувствительно, так потрясает. Потрясают они. Такая вроде схватка на самом деле не очень динамичная на первый взгляд. Вот сдача ногой, а вон рукой. Очень много возгласов Тула. Что здесь такое количество туляков, вас поддерживающих? Да, очень много. Я хотел всем передать большой привет. Мы победим! Михаил Илюхин выходит в четвертьфинал. Следующая пара Вовчанчин-Адельсон. Игорь Вовчанчин, 22 года, кикбоксинг, Украина. Лима Адельсон, 31 год, джиу-джитсу, Бразилия. Игорь Вовчанчин, рост 1,75 м, вес 90 килограммов. Игорь чемпион мира среди любителей по кикбоксингу,
и 4-кратный чемпион СНГ по кикбоксингу среди профессионалов. В первом бою Игорь уверенно победил представителя боевого самбо, москвича Сергея Акинина. Был очень эффектным и красивый был бой, очень технично он его провел. А вот соперник Игоря. Лима Адельсон, рост 1,76 м, вес 90 килограмм. Лима участник и призер чемпионатов Латинской Америки по джиу-джитсу. У Лимы Адельсона какой-то очень интересный, видимо, ритуал, потому что он выходит в кимоно, а потом его снимает. Вот Вовчанчин выходит сразу же, уже с обнаженным торсом. В общем-то, соперники по физическим своим данным, по параметрам, они практически равны и по росту, и по весу, по 90 килограмм они весят. Школы, естественно, разные. Вот посмотри, у Лимы тоже вот эта татуировка, по-моему, только другая, как у Марая. Какой-то у них, видимо, это все-таки знак клана, я не знаю. В общем, Игорь Вовчанчин, он у нас представитель ярко выраженный ударного стиля единоборств. Лима Адельсон, это джиу-джитсу, там вроде должен уметь и бороться, и делать болевые, и наносить удары. Но мы сейчас посмотрим, должен быть интересный бой, потому что Игорь Вовчанчин дерется очень красиво, и думаю, что он сейчас попытается показать во всем блеске свое искусство работы руками и ногами, а Лима Адельсон должен будет что-то ему противопоставить, но вот что он попробует, я не знаю, потому что, вот, на мой взгляд, он боится. Вот, на мой взгляд, он уже побаивается Игоря, может, потому что видел первый бой, может, просто знает о его титулах. Титул достаточно грозный, на самом деле. Вот первый лоу-кик по левой ноге. Но не очень достиг цели, так скажем, успел Лима убрать, самортизировать удар. В общем, такая выжидательная уже позиционная борьба. Напряжение, ты чувствуешь, Дима, растет напряжение от поединка к поединку. Лима ищет лазейку, чтобы уйти в захват, мне кажется. Вот трудно сказать. Да, вот да, он, ты был пошел прав. в ноги. Да. А отбился Игорь. Отбился Игорь и сбил с ног. Ой, какой удар. Ой, какой удар пропустил ногой Лима. Еще один. Опа, полетели там брюки от кимоно. И судья остановил встречу. Два удара Игорь нанес. Это нокаут, я считаю, да. Это нокаут. Давайте посмотрим. Вот он пошел в Давайте ноги. посмотрим. Здесь удара еще не было никакого. Нет, пока все мимо. в плечи, в корпус мимо. Вот опять промах. И вот удар, удар ногой, который сбил его. И, в общем-то, упал Лима уже, так скажем, безвольно. Игорь отошел, но видя, что нет остановки, начал продолжать. Вот два удара ногами, они, конечно, лишние. Конечно. И хоть секундант бросил. Вот сейчас посмотрим еще раз. Пошел в захват Лима. Игорь бьет, но все пока в корпус, пока в плечи, в руки выпадает. Это просто потеря равновесия. Лима просто упал, пытался встать через кувырок и пропустил удар. Да, голенью, очень сильный в голову, очень, да. Иногда он был. Очень, да, в общем-то, да, уже, смотри, уже никакой. Еще получил. Да, здесь надо останавливать. Еще получил. И вот этот удар, я думаю, смотри, как он падает. Он просто уже безжизненно как-то прям совсем. Да, явно, вот видишь, Игорь перекрестился, сожалеет, извиняется, видимо, перед зрителями. Я напомню телезрителям, что у нас правилами запрещены удары ногами по лежащему человеку, тем более по такие вот на добивание, когда человек уже, в общем-то, что называется, вырублен. И Игорь, видимо, в пылу боя допустил эту ошибку. А лежачий имеется в виду, что он должен касаться руками ковра? Вот видите, сейчас я объясню. Вот сейчас видите, как экспансивный бразильский представитель спорит с судьями. А это вот наши судьи. Вот с левой стороны Илья Цыпурский, главный судья соревнований, а справа Александр Ишаков, президент оргкомитета. Вот они, видимо, сейчас решают, они должны вынести решение все-таки. Я думаю, что бой должен быть продолжен по нашему правилам, по положению. Просто должны объявить предупреждение Игорю Вовчанчину. Должны объявить предупреждение, но бой должен быть продолжен, если в состоянии будет Адельсон Лима. Вот он выходит. Видимо, оказали ему помощь, он выходит биться. Я хочу отметить здесь просто вот судейство. Судейство очень важно вот в этом виде спорта, потому что от судьи очень много зависит. Очень много зависит и здоровье участника, и вообще зрелищность поединка. И надо дать должное главному судье соревнований Илье Цыпурскому и всей судейской бригаде, что они, в общем-то, провели достаточно на хорошем уровне судейства, не было грубых ошибок. Если вот такие случались, то это уже просто, Игорь, он был в запале, я думаю, нанес эти удары. В общем, сейчас мы послушаем. Я думаю, что, да, объявили предупреждение Игорю Вовчанчину. И я напомню, что если еще одно предупреждение будет, то его снимут. И победа будет присуждаться тогда Адельсону Лиме. Вот это продолжение боя. Я не знаю, как чувствует себя Адельсон Лима, потому что, в общем-то, он был, я считаю, что был, если не в нокауте, то в глубоком нокдауне.
И как он будет продолжать бой. Но судя по координации движения, он нормально, в общем. И позиционно эта борьба не изменилась, если ты видишь. То есть вот как они ходили, вот Да. была же только одна атака. Была одна атака Адилсона в захват, отбился Вовчанчин, Адилсон упал и пропустил удар потом ногой. В общем-то, так скажем, увереннее держится Вовчанчин, но бой-то, в общем-то, равный. И Лима осторожничает, конечно, после таких пропущенных ударов он осторожничает. А Вовчанчин, он в своей манере, посмотри, он ждет атаки. Вот как было с Да, Сергеем он всё время Акининым, он ждет работает атаки, навстречу. да, и встречает, уходит и встречает, и достаточно жестко встречает, и технично, у него хороший концентрированный удар очень. Атакует ногу, уже Да, Лима не успевает убрать. Он раздергивает, вверх, низ, вверх, низ, вверх. Он атакует ногу, низ, вверх, низ. То есть он хоть заставит опустить руки, он не стал ждать, пока Лима опустит, он ее сам опустил. Видишь, левой рукой он ее опустил, а правой нанес удар. Я думаю, что он достиг цели, не сильно, но достиг. То есть где-то он в район уха куда-то попал Лиме. Но мы сейчас посмотрим, просто вот мне трудно предсказать сейчас просто исход боя после того, что Лима все-таки вышел после... Ну, Лима сейчас тяжелого. Да, пассивный. вот пропустил удар, по-моему, сейчас. Не видно себе точки. Да, наверное, пропустил. Похоже, что вот уже второй удар уже ногой, уже достаточно пропустил уже чувствительно. И была потеря равновесия, короткая такая была потеря равновесия. И, в принципе, Вовчанчин мог тогда продолжить атаку и добить. Но я должен сказать, что Вовчанчин очень так благородно дерется, несмотря на то, что вот сейчас он всегда... Вот судья останавливает. Видимо, там, да, пропустил удар Да. Лима. То был удар, достиг цели. Левый Да, боковой. да, О, да. И нос, он снес просто переносицу. Да, пошла кровь. И сейчас, вот Серьезная сейчас, травма. кстати, тоже к вопросу о судействе, сейчас должны решить врачи. Они имеют право остановить бой, сказать, ввиду невозможности продолжения участникам одного. И победа будет присуждаться тогда его сопернику. Если врачи решат, посоветовавшись, что бой продолжать невозможно, несмотря на то, что будет возражать тренер, будет он хотеть, будет участник хотеть продолжать, участника все равно снимут. Это одно из жестких правил, я считаю, необходимое, потому что в пылу борьбы, в запале человек может пойти вообще там со сломанной рукой драться. И тут уже должен врач, конечно, свое профессиональное. Здесь надо останавливать, потому что явно Но мы сейчас перелом носа посмотрим. Вот, уже. кстати, вот тренер Рензо Грейси из клана Грейси, один из братьев Грейси, который выиграл чемпионат первый по еще одной версии, не по UFC, а по другой версии. Он выиграл, да, уверенно очень выиграл чемпионат. И, в общем-то, собирается приехать к нам на следующий, и, может быть, даже как участник, как он заявил. Он посмотрел, что нормальная организация, нормальный уровень. И, да, вот Грейси говорит, что нет. Уже сам тренер, он понимает, что... Да, и врачи решат, тренер сказал, видимо, что да, не будет продолжения боя, Лиму уводят, хоть и вот, а он все-таки там что-то пытается доказать, что я еще могу, но врачам виднее. Ну что ж, это еще одна красивая победа. Да. Игоря Вовчанчина. Да, красиво дерется Игорь Вовчанчин, очень технично. В общем-то, получается два удара, и он выигрывает бой. То есть у него нет там серии бессмысленных ударов. Молодец, радуется, искренне радуется. Я уверен, что он очень переживал вот этот момент, что он нанес удар ближайшему сопернику. Я не думаю, что он это сделал специально. Да и в интервью он потом говорил, с ним когда разговаривал, он говорит, что очень, очень переживает. Никак он не хотел этого делать, но в полу борьбы. Моторные да. Вот функции смотрим. Это уже... Вот смотрим. Вот он удар пошел. Вот да, он. Вот это удар по в нос. переносице, Да, который был. это удар в нос, который прошел. И видно, что он прошел. Лима сразу потерял немножко ориентацию. Сразу же. Это другой удар. Это вот то, что я говорил, первый удар, убрал руку и нанес в ухо удар. Вы думали, вас снимут или же бой будет продолжен? Ну, в принципе, правила я знаю, но просто сработал автомат. Автоматически. Прошу извинения своего соперника. Перед самим боем вы перекрестились. Вы крещеный, верующий человек. Для чего это было сделано? Я крещеный, в церковь не хожу, но сам в себя верю. Просили сейчас поддержку. В душе самого человека. Тем не менее, вы просили поддержку Всевышнего вот на этот бой. Вы боялись этого Лиму Адельсона? Это я так всегда хожу. На каждый бой. В лице Игоря Вовчанчина Михаил Илюхин получил грозного соперника в четвертьфинале. Следующая пара – Головихин-Гурлев. Евгений Головихин, 33 года, каратэ Кёксинкай, Россия. Вадим Гурлев, 21 год, тэйквондо, Россия. Евгений Головихин. Рост 176 сантиметров, вес 85 килограмм. Чемпион СССР, чемпион России, мастер спорта СССР по каратэ.
Ну, Евгений очень красиво выиграл у огромнейшего Николая Леонова, представителя греко-римской борьбы. И сейчас выходит вот на соперника, на Гурлева Вадима. Вадим Гурлев, рост 190 сантиметров, вес 95 килограмм. Чемпион Кубка России по тэквондо в 92 году. Вадим Гурлев, кстати, очень такая информация забавная. Он не профессиональный спортсмен, вернее, профессиональный спортсмен, но, кроме всего прочего, он работает простым электромонтером на телефонном узле. Вот такой вот электромонтер, который свободное, так сказать, от работы время выходит вот на такие вот достаточно рискованные и жесткие мероприятия. И, в общем-то, да, ведет себя достойно, согласись, что бой, которого он выиграл у Сивчика, у Василия, да, Вадим, он, эффектный. по-моему, он чемпион по скоротечности. Ну вот мы сейчас он посмотрим. одержал самую короткую победу. Пока Мы уже говорили чемпионате. с тобой, помнишь, что это очень неудобно, вот действительно, наверное, он очень неудобно в силу своей вот... Опа, вот хотел с вертушки пробить, хотел ушиву пробить с вертушки, не получилось. Ну вот Евгений выжидает Евгений, потому что, видимо, он тоже видел бой Гурлева с Сивчиком. Да, и понимает, что кидаться на Вадима опрометчиво опасно. И он, да, видишь, там есть опасности, длинные руки. Да, длинные руки, и, в общем-то, оба они ударники, кстати, и, видимо, и весь бой будет протекать вот в таком ключе. Вот хороший сейчас нанес во внутреннюю сторону бедра удар Женя сбил, потеря равновесия была. Вот, а Гурлев вот еще раз попытался пробить Уширу. Вот, ну, бьет пока в воздух. В общем-то, пока безрезультатно бьет, но это нервирует Евгения, потому что это, в принципе, вроде показывает атаку, человека дергает. Это называется раздергать. Дернуть раз, дернуть два, а потом ложная атака, а потом пойти в настоящую. Может быть, у Вадима и есть такой план, я не знаю. А Евгений, он выжидает, он понимает, что нельзя... Действительно, у Гурлева длиннее руки и очень опасно на него идти. Такое ощущение, что Вадим подустал. Он прыгал, и сейчас стал двигаться помедленнее. Не, ну он не просто подустал, там, видишь, Евгений очень грамотно сбивает его ноги. Он видит момент, видишь, сейчас успел убрать. А так Евгений видит, что готовится атака Гурлева, он очень грамотно сбивает его ноги, он не дает ему начала атаки. Вот сейчас чуть-чуть не попался Евгений на... Вадим увернулся от ноги. Вот замечание секундантом, видимо, за подсказку делает судья. И пока вот картина боя, она пока, в общем-то, не меняется. То есть пытается атаковать Гурлев, все время Евгений его одергивает, не дает ему. Вот еще одна попытка. Наконец он пробил эту Ушуру, правда, не получилось она у него. Немножко не получилось. Очень опасные удары с поворотами. Да, опасные пытался для пробить бьющего. рукой. Ну, мы были правы, видишь, проходит поединок чисто вот, так скажем, по каратистской картинке. Вот сейчас, по-моему, пойдет обмен ударами. Вот пошел, да, Жень, пропустил Евгений удар. Еще пропустил. Ох ты! Вот так. Почти А одновременно. как кинулся Евгению добивать. Видишь, но судья был вовремя. Вот то, что значит грамотное судейство. Судья был рядом вовремя. Какой неожиданный, да, поворот? Да, обмен ударами. Он пропустил удар, да. и в ту же секунду нанес. Вот то, что я говорил. Достаточно одного удара пропустить. Все, и человек проиграл, потому что в боксе бы, допустим, остановили бы схватку, может быть, открыли бы счет. И еще не важно, кто потом... Вопрос бы стоял открыт, кто победит. Да. А здесь человек пропустил, упал, и либо его добили, либо судья понимает, что добит, останавливает. Мы поздравляем Евгения с прекрасной победой, с красивой очень. Я считаю, что это один из самых красивых боев, потому что... Ну, пусть он не так зрелищен, они ходили, выжидали, но это на самом деле это большое напряжение. И вот поймал момент Евгений и нанес этот удар. Вот он, хороший удар в бедро. Вот попытка Гурлева атаковать. Вот эта Ушира, которая у меня не прошла, в общем-то, не получилось. Вот все время, вроде вот на повтор даже видно, все время Гурлев идет в атаку, а Евгений все, вот, встречает. А вот сейчас будет очевидный момент, финальный. Да, вот сейчас вот он обмен ударами. Вот пробил в корпус. Пробил в корпус Женя. Вот пропустил. Вот, они обменялись ударами. Пробил и Вадим, но Женя был точнее. И концентрирован, конечно, удар у него гораздо сильнее. Да, сильнее. Да, и полотенце даже успел бросить. Видишь, все уже, вот, с другой точки. Вот, пропустил. И, ох, как хорошо пробил. Ты видишь, как он так да, с разворотом, мощно, очень так вложился в удар. Еще раз нам показывают, посмотрим, вот он пробил корпусом. Пробил корпус Вадим. Вот он, обмен пойдет. Вот сейчас будет. Вот, пропустил. Видишь, как он вложился? Прям с подшагом бил с подшагом правой ногой. Во время поединка, когда пришла уверенность, что инициатива как бы перехвачена, или вы не успели этого заметить? Ну, нет такого, чтобы инициатива перехвачена. Бой есть бой, тем более без правил.
Евгений Головихин выходит в четвертьфинал. Следующая пара – Сагит Гусейнов-Тилгман. Сагит Гусейнов попадает в четвертьфинал без боя, так как его соперник Трей Тилгман был снят из-за травмы. Группа А. Первая пара – Тарасов-Марай. Максим Тарасов, 24 года, дзюдо, Россия. Рикардо Марай, 28 лет, джиу-джитсу, Бразилия. Максим Тарасов, рост 182 сантиметра, вес 85 килограмм. Надо отметить, что Максим, кроме того, что он призер первенства СССР по дзюдо, он еще много занимался джиу-джитсу и занимается. И был призером 4-го открытого чемпионата Евразии по джиу-джитсу. А так как его соперник Рикардо Марай, вот он, кстати, идет, Дима, представь его, пожалуйста. Его рост 202 сантиметра, весит он 115 килограмм. Вот, так как его соперник Рикардо Марай является представителем школы джиу-джитсу, то, в общем-то, я думаю, что Максиму есть что противопоставить этому гиганту бразильскому. Хотя, конечно, такая большая разница в весе, я думаю, все-таки сыграет здесь свою роль, потому что 30 килограмм почти разница. Конечно, Максиму будет очень тяжело. Я считаю, что, конечно, это будет, наверное, самый тяжелый бой для Максима из тех, которые были. Потому что он красиво выиграл у Смирнова до этого, достаточно эффектно. Марай шел... кстати, Максим Тарасов, по-моему, первый русский соперник Рикардо Марая. До этого он встречался только, значит, у нас он с филиппинцами и с американцем встречался Марай. Да, значит, первый русский соперник у Марая Максим Тарасов. Посмотрим. Ну, посмотрим, да, как он за Россию постоит. Я не думаю, что он уронит честь российского бойца, потому что Тарасов, он боец. Хороший боец. Вот, полез в удар, а у Рикардо хорошая реакция. И бросок. В общем-то, это бросок красивый. Бросить такой вес, это тяжело, достаточно тяжело. Но, смотри, встал Рикардо, а у него хорошая реакция. Ты видишь, он ногу поймал сразу. Нет такого тяжеловеса, как у тяжеловесов, замедленного. Да. Резкий был удар, и очень резко он поймал. И вот сейчас, конечно, у Максима сейчас, конечно, задача не из легких. Как-то прижать такого гиганта к сетке, гораздо сильнее физически его. Это очень тяжело, и не выпустить его оттуда. Вот я, кстати, я хотел бы обратить внимание, вот у нас в правилах разрешены удары в пах. Но пока мало кто бил, то есть какое-то благородство все-таки есть у бойцов. И видишь, Максим мог ударить сейчас в пах, но не стал этого делать, потому что хоть и разрешено, но вот. А вот это Марай, конечно, уже стал вот этой своей колотушкой наносить удары. Прошел, да, удар или два прошло, конечно. Они, конечно, не смертельные, но достаточно чувствительные. И Максим правильно сделал, он перевернулся другим боком и перекрыл руку свободную, бьющую. Вот Марай пытается атаковать ногой. Вот сейчас у Максима тяжелое положение, потому что уже Марай прижал его. Ох, промахнулся, сильный был удар, хорошо промахнулся. Уже Марай его прижал к сетке, и уже тяжело ему вот из-под этого пресса вырваться. Но будем надеяться, что... Ну вот Максим... он опять, он ушел отсюда. Вот, смотри, развернулся. Хорошо, молодец, Максим, молодец. А Марай... Тут положение, конечно, обоюдное. Ну-ка. Ох, какой бросок, это подхват. Это подхват, это Лазарев по дзюдо как минимум. Да, но это не дзюдо. Бросить, да, к сожалению, этого мало. Дзюдо. Дзюдо было достаточно для победы этого броска, может быть, Максиму. А вот уже Марай в излюбленном положении уже сел сверху. И я думаю, что сейчас вот начнется эта картина, да более знакомая нам. Да, все это финал. Да, к сожалению, Максим сдается. Но он показал себя великолепно. Я считаю, что он провел свой лучший бой на этом чемпионате. И, в общем-то, большое два таких броска замечательно. Да, и большое достижение. Он дошел до 1/4. Очень сложно в поединках. Очень сложно. Я считаю, что он не уронил свое достоинство. А Марай, да, победил. Марай побеждает сильнейший, конечно. Да, Рикардо Марай выходит в полуфинал. Да, и он набирает обороты, так ты чувствуешь, да, как-то тоже так вот да. Раскачался. Первые бои были невзрачненькие, а сейчас такие... Вот смотрим повторы. Вот этот удар ногой резкий, а смотри, Марай перехватил. То есть хорошая реакция, не тяжеловесная реакция. А вот и бросок. Бросок я бы его назвал, так скажем, через бедро, через спину, не с падением, с захватом шеи. И не смог удержать Максим. А вот да, это уже положение выигрышного Марая. Вот два удара, которые нанес. Не прошли они. К сожалению, разбил он там, видимо, Максима. Кровь была, я видел. А вот он, вот это, я считаю, красивейший бросок этого чемпионата. Да. Подхват, отличный подхват. Очень красиво. Такую тушу, такую массу бросить. И, к сожалению, был бы он полегче, Максим бы его держал. Но эта концовка, конечно, здесь уже, ну, в общем-то,
В общем-то, против таких ударов, я считаю, трудно. Вот все правильно сдается Максим. Я думаю, что судья успел достаточно вовремя. Оценивая своего соперника, Рикардо Морай говорит, что он, безусловно, храбрый боец и очень техничный. И он прав, действительно, этот раз очень техничный боец. Рикардо Морай в полуфинале. Соперник для него определится в схватке Комков-Ерохин. Роман Комков, 26 лет, самбо, Россия. Виктор Ерохин, 27 лет, боевой самбо, Россия. Роман Комков, рост 178 сантиметров, вес 90 килограмм. Мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо. Чемпион и призер первенства СССР по самбо среди юниоров. Я хочу сразу добавить, что Роман Комков, кроме всего прочего, еще мастер спорта по рукопашному бою. И первый его бой был очень красивый у Талибова, он говорил, у Рустама. А вот Виктор Ерохин. Виктор Ерохин, рост 176 сантиметров, вес 100 килограммов. Бронзовый призер чемпионата России по борьбе самбо. Ну вот мы сейчас видим опять, уже вот ближе к финалу, когда остается сильнейшим, мы видим, что опять у нас судьба свела двух борцов одного стиля. Роман Комков самбо и Виктор Ерохин боевое самбо он представляет. Ну, в общем-то, это самбист, он как профессиональный спортсмен-самбист. И трудно сейчас, и причем и Виктор Ерохин, как он уже говорил, любит поработать руками. И Роман Комков, как Виктор сразу пошел, а Комков сразу пошел в ноги. Вот уже ясно, что Комков решил бороться, а Ерохин поработать, как обычно, руками. Встал Ерохин. Да, очень бурно схватка и все, и пошел тоже в удары. Вот опять попытка Комкова провести бросок, не приводит ни к чему. Да, Ерохин приводит, и Ерохин его, в общем-то, опять попытка Комкова бросить не получается. Но Ерохин тоже все-таки борец, конечно, его тяжело бросить вот так вот взять и бросить. А Ерохин нанес 2 удара локтем в затылок, достаточно, я думаю, что чувствительных. И еще пытается. И, кстати, он сейчас контролирует, Романа контролирует. Я думаю, что это еще, конечно, не конец схватки. Я думаю, что все впереди, потому что Роман умеет бороться и умеет тоже делать болевые. Я думаю, не хуже Ерохина. И думаю, что сейчас у них... Вот, а Ерохин вот набирает очки вот такими вот ударами, грубо говоря. Если можно так выразиться, о наборе очков. Роман сумел подняться. Встал и пытался бросить, да, пытался не провести переднюю боковую подножку. И Ерохин опять ему наносит удары. Вот, а вот это уже пошла атака. Нет, Ерохин захлебнулся атакой Ерохина. Он пытался атаковать, но остановил его Комков. Хотя Комков, по-моему, подустал. Вот пропустил удар, раз. Да. И все. Вот это Ерохин пошел. Вот это его манера. Вот он пошел в атаку и не останавливается. Он доведет либо сейчас до захвата, до броска, либо будет бить. Вот пытался в глаза, но вовремя остановился. Нельзя в глаза пальцами нажимать. Остановился вовремя Ерохин. Свалил он таки Комкова и пытается сверху его добить. Вот, промахнулся в ковер, удар. Что там, сдача? Да, сдача. Сдался Роман Комков. Сдался не от болевого, были просто нанесены удары, и он понял, что бессмысленно дальше сопротивляться. Им разбил Виктор опять губы в кровь. Это старая травма, она была уже у Комкова после первого боя, ему Талибов разбил губы. Видимо, Ерохин тоже потрепан. Да, но он пропустил несколько ударов. Вот сейчас будет повтор, мы увидим, что он пропустил несколько ударов, причем достаточно чувствительно. Вес-то не маленький у Комкова тоже. И любой удар его, я думаю, достаточно чувствительный для любого человека, даже для Ерохина. Роман расстроен. Да, разбили губы, видимо, старая травма, потому что я видел, что ему замазали. Мы посмотрим повторы. Вот, первый удар. Пропустил Роман первый удар. Попытка броска. Вот еще раз пытается бросить, но накрывает его Виктор. Грамотно очень действует. Грамотно накрывает. И вот первый удар. Раз локтем удар. Еще, вот нам показывают режиссеры такие мелкие, вроде незаметные, но такие тычки. Вот три удара в голову рукой, хоть они, конечно, не очень сильные. Роман продолжает бороться, берет захваты и пытается кидать. Да. Вот опять Ерохин. Вот Ерохин все-таки наносит удары. Вот эта вот концовка, эта атака. Вот то, что Ерохин пошел. А вот, видишь, остановил его Роман.
Но Виктор пошел, вот это вот его манера, вот он прет вот просто до конца, вот он с Бондарочным, когда дрался, я тоже тогда отметил, что вот он идет и не прекращает, вот пошел с ударами и все, главное, что он с ударами идет, кто пропускает, все равно бьет. Идет с ударами, вперед, видишь, давит, он сбивает, давит. сбивает Комкова, и тому приходится защищаться, он навязывает обмен, а уже Комков не опережает, а отвечает, а это всегда хуже. Надо опережать, а он только может... Вот, промахнулся сейчас Виктор, конечно, был сильный удар. И Роман сдался, да. За счет чего, как вы считаете, вы переиграли? Все-таки подготовка боксерская сыгралась? Наверное. Кем вы работаете тогда так? Вы всегда очень скромно отвечаете на... Я в Динамо работаю, профессиональный спортсмен. В первом полуфинале Рикардо Морай джиу-джитсу встретится с Виктором Ерохиным, боевое самбо. Подгруппа «Б». Четвертьфинал. Первая пара Илюхин-Вовчанчин. Михаил Илюхин, 26 лет, боевое самбо, Россия. Игорь Вовчанчин, 22 года, кикбоксинг, Украина. Михаил Илюхин, рост 179 сантиметров, вес 95 килограмм. Михаил мастер спорта международного класса и чемпион России по борьбе самбо. Михаил очень уверенно идет к тому обещанию, которое он дал зрителям, когда говорил, что мы будем первыми. Он близок к этому, ему осталось буквально немного. Вот Игорь Вовчанчин, соперник Михаила. Игорь Вовчанчин, рост 1,75 м, вес 90 килограммов. Игорь чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и 4-кратный чемпион СНГ по кикбоксингу среди профессионалов. Вот очень интересная закономерность по группе «Б» я определил. У нас осталось по группе «Б» 2 борца боевое самбо, оба из Тулы, и 2 чистых ударника. Это вот Игорь Вовчанчин и Евгений Головихин, каратэ Крещенкай. То есть, то есть это очень хорошо, кстати, так достаточно симметрично, что идут, то есть чтобы не было чистого, просто идеально лег расклад, что у нас есть и те, и другие, потому что неинтересно смотреть, в принципе, было бы менее интересно смотреть схватку. Да, это интересно, как сейчас получится. А вот сейчас будет, я думаю, очень интересная схватка, потому что вот Михаил верный себе, сразу идет за он понимает, что бесполезно с Вовчанчиным фехтовать на ударах, пытается его вот поднял ногу и все-таки свалил его, причем очень удачно свалил, сразу к сетке прижал. Сразу прижал к сетке, и сейчас вот он будет как удав, так вот методично его так будет заволакивать, я уже понимаю, что он будет делать. Вот он будет его сейчас так заволакивать, как-то так обволакивать, попытается его поставить в положение очень-очень критическое, неудобное для Вовчанчина, и, естественно, сделать болевой прием. Пока, мне кажется, ему самому не очень удобно. Но это Вовчанчин такой захват. Вот, это кажется, потому что, в общем-то, я не говорю, что у него идеальное положение, но у него более предпочтительное, потому что... Конечно, он сверху. Вовчанчин не может уйти назад, там сетка, а перевернуть Илюхина, достаточно тяжелого и грамотно держащего, он тоже не может. И вот сейчас вот Илюхину надо, вот он сейчас не будет спешить, я уверен, он сейчас будет... нет, вот Вовчанчин не сдает. Однако он может бить из любого положения. Да, действительно, он бьет, действительно, у него руки летят в разные стороны, как угодно. И, в общем-то, вот все равно, вот Михаил, то, что я говорил, вот он его так обволакивает и все-таки взобрался наверх. И, в общем-то, вот сейчас уже положение у Михаила достаточно выгодное. Достаточно выгодное, и вот он пытается, я сейчас не вижу, что он пытается сделать. Пытается на руку сделать болевое. Вот, видишь? Да, он пытается сделать не узел локтя, а перегибание, рычаг локтя, только не захватом руки между ног. На полу просто. А Вовчанчин, он не сдастся, я уверен, он не сдастся, он очень сильный, у него очень сильные руки, конечно, тяжело сделать. Вот Михаил Илюхин немножко решил, видимо, поменять тактику, не получается болевой, значит, буду бить сверху. Ну, в общем-то, он прав, это бои без правил, тут одно правило победить, а как ты победишь, в общем-то, это твое личное дело, и можешь бить, можешь душить, нет проблем, можешь ломать. Конечно, для Вовчанчина положение очень невыгодно, он себя именно в стойке вот выбирался.
по физическим кондициям, ты знаешь, Дима, они очень похожи и по весу, и по, вот, даже по телосложению. Оба мощные. А вот Михаил Илюхин излюбленная. Вот сейчас он пытается ущемление ахиллова сухожилия, да, избивает он вот очень грамотно своим весом, разворачивает и нажимает на подколенный сгиб, избивает Вовчанчина. Ну тот, вот эти удары, кстати, очень чувствительные, они такие с маху, хлесткие. Да, он как молотом. Хлесткие, да, и очень можно вот почки пытается пробить Игорь. Вот Смотри, по голове. как нога, как у него закручена, но он Ну все равно там, да, пытается бить. неудобно. Вот сейчас попытался попытка на колено сделать болевой прием, тоже не удалось. А вот эти вот удары, они очень чувствительные. У Вовчанчина хороший удар. И, в общем-то, я думаю, что Михаилу не сладко там под градом таких ударов приходится. И недаром он как-то, видишь, сразу бросил ногу, перевернулся и опять накрыл. Он старается избегать таких. И опять накрыл. Вот попытка Игоря ногами. Но я не думаю, что Михаил отпустит. Он сделает все, чтобы Вовчанчин не стал в стойку, потому что это просто для Михаила будет, я думаю, что крайне неприятно начинать все с нуля фехтование, попытку избивать его опять на ковер. Но, однако, замечательно Игорь держится, ведь он не борец, и для него много неизвестного, так скажем, в партере, но пока ничего не может Михаил с ним сделать. Может быть, все-таки он, конечно, готовился к этому, что он участник, я напоминаю, таких же боев в городе Харькове. И там он, кстати, дрался в полуфинале с Андреем Бесединым. В финале, я прошу прощения, и проиграл ему. Я думаю, что он готовился, и, может быть... Андрей Беседин самбист. Да, который стал чемпионом. Вот это уже, конечно, да, это уже Миша уже пошел, так сказать, в жесткий пошел уже бой. Да, он перекрывает руку ногой. Такие удары вроде без особого размаха, но по лицу, особенно если по носу, по ушам, они очень чувствительны. Аж слезы на глаз поступают, чтобы так вот попасть, то очень неприятно, что там горит все. А вот сейчас он взял левую руку. И вот я буду больше чем он будет пытаться сейчас сделать болевой на эту руку, потому что это, в общем-то, выгодное для борца-самбиста, это выгодное положение. Но Вовчанчин, видимо, все-таки он изучал приемы защиты от он болевых. опять он ушел с того положения. Но вот сейчас Михаил пытается опять выпрямить руку и сделать. Может, попытается потом на узел перейти. Но крепкая рука чувствуется в Игоре, очень крепкая. И даже вот здоровья Михаила не хватает. Не хватает, чтобы вот так вот в лоб просто вот сделать этот прием. Тут надо обмануть как-то ему, надо как-то обмануть Игоря, потому что вот попытка уйти, Михаила так не сбросишь, конечно, он там как прессом вдавил в ковер, это тяжело, очень тяжело вот так вот. Но пока его знания самбистские, пока он не может ничего сделать с Игорем. Михаил? Ну нет, почему? Он его держит, и пытается провести какие-то, но пока не получается. Он вынуждает Вовчанчина защищаться, а тем самым тратит силы. Ведь он тратит гораздо меньше сил сейчас, находясь сверху. Это точно. Да, а Вовчанчину надо пытаться уходить, и он пытается все время двигаться, все время пытается уйти. Это очень большая трата сил, сбивается дыхание. Это, в общем-то, надолго от человека не хватит. Даже привычного к борьбе в партере, вот так вот долго там пытаться уйти, когда тебя держат, это надо иметь безумное здоровье просто. И хоть он силен, но я не думаю, что вот попытка головой ударить снизу, уже руки уже вяжет, уже Михаил вяжет руки, то есть пропустив пару-тройку ударов вот таким вот хлестким по затылку, когда лежал он уже вяжет руки. Вот все, вот это уже перешел он на... Либо сейчас он будет пытаться опять делать болевой, либо сейчас будет пытаться завершить стандартным уже много раз. Вот Вовчанчин все равно вот, там уже весь скрытый под Илюхиным полностью. Одни руки торчат, но они все равно носят удар, уже не лежат без дела. Тяжело будет ему, конечно, тяжело. Сейчас либо Илюхин будет пытаться завершить стандартным, так сказать, приемом боевых без правил. Ощущение, что Илюхин боится приподняться, потому что может быть, Вовчанчин будет и снизу а ему бить. невыгодно, ему, может быть, действительно невыгодно. Вот у него задумка-то может делать болевой, на самом деле, наверное, она правильная. Вот Вовчанчин, видимо, попал в глаз. Опа, сдача! Что было, не понял. Удушил. Наверное, судя по всему, был удушающий, потому что руки и ноги были на месте у Вовчанчина. Никуда их никто не тащил, никуда не ломал. Ощущение, что что-то там он случайно нажал ему на лице, на какую-то точку. Ну, может быть, на повторе будет похоже, но то, что не было... Вот вышел тренер. Вот это вот и есть тренер знаменитый Гамзатханов, тренер Михаила Илюхина и Виктора Ерохина. Так называемая школа Волкхана, у него свой клуб. Вот, вышел, очень обрадовался, потому что победив Вовчанчина,
Михаил Илюхин попадает в полуфинал и делает еще один шаг к той самой победе, которую он обещал своим землякам и всем российским зрителям. Ну, смотрим повторы. Да, Смотрим повторы. Атака Илюхина. Да, атака Илюхина, он взял захват и уже его не Да, отпустил. к сожалению, Сбил. к моему сожалению, мне жалко, что сбил. Да, я знаю, Вовчанчин не смог. Ты, видимо, больше болеешь за ударников. Больше Я знаю, постоянно, да. У тебя такая есть такая направленность. Вот тут попытка перейти на ущемление ахиллова сухожилия. Тут, видишь, встал Вовчанчин. Но вот сейчас очень грамотно Илюхин будет его сбивать. Посмотри, вот он сейчас развернется и своей тяжестью на подколенный сгиб надавит. И заставит Вовчанчина все-таки встать на колено. Да. И уже положение, с которого... Вот эти вот удары, которые, я говорю, достаточно неприятные для Илюхина, хлесткие. Да, Михаилу досталось в этой схватке. Ну, это вот очень, знаешь, вот сверху. Сильные удары, да. сильные, конечно, удары. Еще от бойца-ударника, которого поставлено все. Не, ну молодец. Выдержал. Вот сейчас будет попытка. Вот, а это то, что, видимо, в ответ. Это ответ Илюхина ударнику Вовчанчину. Да. То есть ты мне по голове сверху, я тебе по лицу сверху. И очень, я смотрю, вот судя по лицу, неприятно очень Игорю действие, которое производит Илюхин. А вот момент сдачи, вот сдача. Ну, видимо, он душил, он правой рукой, он его душил и, видимо, все-таки задушил. Да, это победа. Может быть. Это победа. Очень сильно, ребят. Очень трудный бой был. Вы, если не ошибаюсь, все-таки сделали удушающий прием. Почему не удались болевые? Несколько попыток был и рычаг локтя, и обратным захватом вы пытались, и с помощью рук сделать болевой, и на ногу. Почему не удалось сделать? Ну, домашняя изготовка, как говорится, прошла. В итоге прошло удушение. Да. Пара Головихин, Саид Гусейнов. Евгений Головихин, 33 года, каратэ Кёксинкай, Россия. Ахмедхан Саид Гусейнов, 25 лет, боевое самбо, Россия. Евгений Головихин, рост 176 сантиметров, вес 85 килограмм. Чемпион СССР, чемпион России, мастер спорта СССР по каратэ. Евгений Головихин, кстати, очень много начинал заниматься акробатикой, и многие спортсмены, каратисты, и потом пришел в каратэ уже. То есть я думаю, что много ему это дало. А вот его соперник. Ахмедхан Саид Гусейнов, рост 192 сантиметра, вес 85 килограмм. Боевой самбист Сагид Гусейнов представляет школу Волкхана. Это его тренер, знаменитый Габзатханов. Вот он запускает его в ринг. Кстати, это вторая симметричная, если так можно сказать, пара, где вот ярко выраженный ударник Евгений Головихин, каратэ Кёкусинкай, встречается с боевым самбо. Предыдущая пара практически была повтор предыдущей пары. Да, в предыдущем бою одержал победу борец. Да. В предыдущем бое, кстати, достаточно красивым одержал победу Михаил Илюхин, боевое самбо. Мы посмотрим, как будет сейчас. Я бы, честно говоря, болел, если, пусть мне простят зрители мои симпатии и антипатии, я болел бы за Головихина. Просто хотя бы для того, чтобы в полуфинале, создать, да, чтобы в полуфинале у нас встретился опять бы борец. Ну, это не борец, как боевой самбо, это нельзя назвать борьбой, это прикладной вид спорта, там и удары, и все есть. Но вот с каратистом. Причем, тем более, что Евгений очень титулованный спортсмен, и было бы интересно наблюдать за ним на протяжении многих боев. Ну, посмотрим, что противопоставят соперники друг другу на этот раз. Кстати, Сагид Гусейнов, он достаточно, вот я бы так выразился, темная лошадка, потому что я считаю, что он не раскрылся полностью на этом турнире. Пока. У него были достаточно, он был свободен. Один раз не пришел соперник. Я говорил, провел атаку и сбил Женю Головихина с парка. Ну вот сейчас, я думаю, будет повторение предыдущего боя. Он попытается его не выпустить, конечно. Вот так, хорошо. Всеми силами попытается, видимо, опять же, перейти на какой-нибудь болевой прием. Хотя, я не знаю, естественно, вот он пытается нанести удары сейчас пока, по крайней мере, еще нет. Вот он тренер его болеет, как сидит, вот он вот за сеткой подсказывает, волнуется. Да, волнуется, но уже же, это же уже четвертьфинал. И если выходит Сагид Гусейнов в полуфинал,
Вот он сейчас наносит удары Евгению по голове, пытается, но я не думаю, что он достаточно очень чувствительный, но, в общем-то, видимо, неприятный. Он сам плохо видит, куда бьет, потому что его голова неважно, зажата а Головихиным. Евгений так защищается, потому что он понимает, что если он отпустит сейчас Ахмедхана, и тот перейдет на него в более удобную позицию, то там не миновать болевого. Естественно, что чего не очень хочет Головихин. Он сейчас ему надо как-то продержаться, а потом попытаться вывернуться из этого захвата. Вот видишь, как он его держит. Он его держит. А Ахмедхан вот, то ли тренер подсказал, то ли он сам догадался, но начинает бить коленом. Причем коленом бьет достаточно, я бы сказал, сильно, потому что с разбега прям. Разбегается и бьет. Это достаточно такие потрясающие удары. Я не думаю, что Головихин долго выдержит вот так, если не будет ничего предпринимать. Да, положение у него мало приятное. В общем-то, да. То есть тебя колотит, а не вечно же так будет. Не можешь все время. Скажи, но если они так будут 15 минут, лимит времени есть какой-нибудь? Да, лимит есть. Есть лимит времени в полчаса. Если не выявляется победитель, тогда там объявляется дополнительные 5 минут, а потом мнением судей. Бойцов поднимают на ноги, да, и поединок начинается сначала. Да, если они будут лежать полчаса, конечно, или там не будут и ходить полчаса, то, естественно, никому это не будет интересно. А вот в тельняшке это тренер Евгения Головихина, секундант, тоже подсказывает. То есть у них такая дуэль с тренером Сагит Гусейнова получается. Они с двух сторон сидят, и каждый свою... смотри, левой ногой начал бить. Не, я не думаю, что Головихин долго выдержит такой вот ритм схватки. Это, в общем-то, не выдержит. Я уверен, что не выдержит, потому что чувствительные удары получаются. Очень чувствительный коленом. Но на самом деле голова твердая, а колено тоже твердое, ты знаешь. Можно и колено отбить, в общем. Ну, в общем-то, думаю, что скорее голову отобьешь, просто потому что, да вообще по голове, в общем-то, неприятно получать в любом случае, что коленом, что рукой, да хоть чем угодно. А вот Сагит Гусейнов опять вот там заносит ногу, и вот я думаю, что готовится. Видишь, он прям как бегун на низком старте встал, разогнался и бьет. Головихин надо что-то предпринимать, срочно, потому что вот то, что он защищается и держит, он не дает болевой, это, конечно, хорошо, он его и не даст сделать, но вот эти вот удары, я не думаю, что они очень приятные. И, в общем-то, я думаю, что еще нескольких ударов и можно сдаваться, потому что... Или судья остановит, потому что это будет, в общем-то, так скажем, забивание уже. Вот что-то он говорит, судья, видно, что-то говорит, что там случилось, непонятно что. А Сагит Гусейнов продолжает наносить свои удары, то есть он не меняет. Не держит мне голову, ну, пожалуйста, значит, буду бить ногами. Надо Жене что-то предпринимать, срочно, потому что он явно не может, он пытается, видимо, удушить там. Я думаю, что он в суде говорил, что он видимо, пытался, как там придушить Сагит Гусейнова, но я не думаю, что у него это получится через такой захват, через руки. Если бы не было зажата рука между рук у него, может быть, он бы еще мог попытаться. Вот Сагит Гусейнов, то, что я говорил, он сейчас пытается перейти в более удобное положение для проведения болевого приема, либо для того, чтобы оседлать, грубо говоря, сверху и наносить эти удары, которые приводят обычно к сдаче. Вот, видишь, Женя уже вот кровь. Нос у него разбит. Видимо, вот эта первая атака, он его задел. Задел полностью, и вот сейчас, в общем-то, схватка проходит в ключе, который для меня, в общем-то, удивительный, потому что как-то сразу попали бойцы в партер, если в предыдущем бое в Овчанщине там все-таки как-то посопротивлялся, постоял, то тут с первого же движения упали. И вот еще, да, ну тут явно вот преимущество Сагит Гусейнова просто во всем, и в положении, и вот в количестве ударов нанесенных, и, так сказать, человека, который выводит из равновесия, и, в общем-то, заставляет психологически уже проиграть и сдаться. В общем, он его не отпустит. Вот пресс пробивает на прочность, так попробовал. Вот так вот, попробовал. Да, это, в общем, достаточно тоже чувствительный удар, это я так считаю. Правильно ведь? И в лицо еще раз. Нет, но это там, в общем-то... Да, в общем-то, я не понимаю, я не понимаю Головихина. Либо он очень устал. Он пассивен и по-моему, ничего не может сделать просто. Он боится отпустить захват, потому что тут же будет серия ударов сверху. Однозначно. Но вот я сейчас просто представляю состояние тренера Сагит Гусейнова. Вот представляешь, если выйдет Сагит Гусейнов, он сейчас выиграет, а он близок. Да. Близок, потому что его схватку он ведет по всем параметрам, он выигрывает эту схватку, то в полуфинале получится два ученика. В одном полуфинале получится два ученика Тульской школы, а во втором полуфинале один ученик, это 3 человека выходят в полуфинал, и в общем там уже есть свобода для маневра, и можно уже, так сказать, командные интересы даже преследовать вот в этих боях. Все. Да, сдача. Да, ну тут, в общем-то, я думаю, что если это остановил судья, по-моему, Евгений не сдавался, по-моему, судья остановил, то он был прав, совершенно прав. Да, конечно, прав. Да, было видно, что Евгений ничего не может противопоставить вот на этот раз Сагит Гусейнову, который, кстати, вот я ему сказал, что он себя еще не очень проявил на этом турнире. У него была такая легкая жизнь, так скажем, ну, в кавычках, естественно,
Вот эта схватка, я думаю, что с титулованным соперником далась ему, конечно, и он показал, что он действительно не зря вышел в этот ринг. Мы поздравляем его с победой. И вот свершилось то, о чем я говорил. Два тулика в подгруппе Б в полуфинале, оба боевые самбисты в полуфинале. Да, это тренерская Вот смотрим победа. повтор, это то, что я... Вот, бил Евгений и потерял равновесие, и просто тот его сбил. Он да, тут же получил и пошел, встречный удар. Да, Ой, ну там удар-то был, так сказать, то не есть страшный, но равновесие он во время потерял. удара Ахмед пошел в атаку. И потерял. А вот это вот повтор, конечно. Вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим сдачу. Что было? Ну да, Евгений уже просто откровенно лежит. Да, молодец, судья правильно сделал, совершенно правильно сделал. Я выиграл на счет того, что тут сидит мой дед и болеет за меня. Дед, я выиграл. Спасибо. Ахмедхан Саидгусейнов и Михаил Илюхин. Пара второго полуфинала. Итак, в тяжелой борьбе выявились полуфиналисты. Первая пара Марай Ерохин, вторая пара Илюхин Саидгусейнов. Первый полуфинал. Рикардо Марай джиу-джитсу, Виктор Ерохин боевой самбо. Мы чувствуем, как напряжение в зале многократно возрастает. По гулу, по шуму в зале просто очень плотно и сильно все время стоит. Виктор Ерохин, 27 лет, боевое самбо, Россия. Рикардо Марай, 28 лет, джиу-джитсу, Бразилия. Вот появляется Рикардо Марай, мы видим. Много раз представляли мы уже сегодня его зрителям. Думаю, нет нужды повторять. Могу только сказать, что Рикардо Марай единственный из иностранных участников, приехавших к нам на соревнования, который дошел вот до полуфинала. Все остальные уже повылетали. Американцы, шведы, филиппинец и один бразилец вылетел. Остался один Марай. Вот Виктор Ерохин. Виктор Ерохин своим тренером, как обычно. Тот ему что-то объясняет. Ну, потому что у него, очевидно, сейчас серьезная задачка предстоит. В общем-то... Здесь очень важно тактику выработать. Архиважная задача у Ерохина, потому что выходит он, конечно, я думаю, на самого сильного в своей подгруппе участника, на Марая. Причем, мне кажется, что Ерохину в процессе соревнований доставались более тяжелые, что ли, бойцы. Бои были у него тяжелее. Вот у него был Роман Комков, чемпион мира по самбо. У него был Василий Пудин, участник первой шпятой Евразии. Но как-то Марай, по-моему, все-таки меньше сил потратил, дойдя до полуфинала. И сейчас, конечно, Виктору, вот посмотрим, какую тактику выберет Виктор. Будет ли он работать, как он говорит, руками, либо он пойдет бороться и попытается сделать свой любимый... О, нет, ввязался в обмен ударами, да, и пропустил. А вот пошел в ногу. Да, сбил его Марай, и, в общем, Марай как-то агрессивно, даже на себя не похож, он так никогда не дрался. Да, видимо, тоже чувствует, да, видимо, вот он, обмен ударами пошел. Ерохин уже невыгодно, еще пропустил Ерохин удар, и еще... Марай, видимо, тоже понял, что уже надо рисковать, надо идти в банк все-таки это полуфинал. Вот сейчас у Виктора очень выгодная позиция. Добился своего Виктор, пропустив все-таки несколько ударов, добился и лег сверху на Марая. И я думаю, вот сейчас он будет пытаться, видимо, делать вот попытка ущемления ахиллова сухожилия. По-моему, это была ошибка, потому что очень длинные ноги у Марая, это невозможно. Да, конечно, как руки, вот этими руками, ой, как хорошо, мимо промахнулся, еще раз мимо. Нет, попадает, он, кстати, попадает. Не сильно, но неудобно. Это возле сетки, вот эта сетка, она, конечно, свою специфическую схватку превозносит. Ты чувствуешь, что нельзя уйти никуда. С одной стороны сидит соперник, с другой сетки, уже никуда не... А вот там вот секундант бразильца что-то показывает. Виктор пытается все-таки как-то на ногу уйти, по-моему. Ну, вообще, на самом деле... он держит ногу. Да, ногу-то он держит, но на самом деле там с такого положения не сделаешь. Ему надо менять сейчас, хотя он вроде прихватил, видишь, подмышка руками. Да, ну вот, надо смотреть, зато этому сверху так кувалдой. Рикардо такой рост и такие длинные руки, что он достает Виктора везде. И в таком положении. И смотри, с другой стороны пытается. А руки-то свободно остались у Рикардо Марая. Посмотри, видишь, обе руки свободные причем. Вот Виктор сдает, как неожиданно для меня Виктор сдается. Ну, очевидно, очень больно и такой сильный прессинг физический. Очень коротко. Короткий бой, получился, я не ожидал. О, Виктору досталось. Досталось Виктору в этом бою. Мужественный очень спортсмен. Он пропустил очень много ударов. Терпел до последнего. Вот выходят врачи. Кстати, вот у нас на соревнованиях, несмотря на такую жесткость, сказывающуюся, и вот все говорят, там, гладиаторские бои, на самом деле травм было не больше, чем в любом другом виде спорта, в боксе, там, в борьбе самбо.
Ну, были, конечно, разбитые носы, там брови рассеченные, вывихнутые руки, но такого, чтобы там уж действительно, как вот представляют это себе люди, напрасно. Я думаю, зрители, которые пришли, получили большое удовольствие, посмотрев наши соревнования. Ну, вернемся к победителю. Вот это Рикардо Морай. Да, сейчас Рикардо Морай, кстати, вышел в финал. Давай посмотрим повтор. Вот сейчас начало. Ну, это удар пропустил. Вот этот чувствительно пропустил он в челюсть. Виктор, видишь, он аж затанцевал, у него немножко потерял равновесие. Но остался стоять и пошел. Видимо, он все-таки хотел в обмен ударами пойти сначала. А по ходу уже поменял. Вот он пытается идти вниз. А по ходу поменял и пошел в борьбу. Вот еще обмен ударами мы видим. Да, он получил очень много ударов, пропустил. Ну, тогда ему и разбил Морай, наверное, что там разбил, вот пропустил 2 удара Ерохин и потерял равновесие, промахнулся. А здесь уже стал к сетке, уже тяжело. Уже здесь тяжело было что-либо делать. Но это вот знакомая картина, сверху Морай, который бьет кого-нибудь. На этот раз, к сожалению, кто-нибудь, это не кто-нибудь, а наш земляк Виктор Ерохин. В общем-то, я болею за наших ребят, конечно, я считаю, что... А вот эти вот удары, конечно, посмотри, аж вот как кувалдой просто лупит сверху. Да, он сотрясается голова. Хотя вроде бы бьет в шею, да? Сумасшедшие ручки, конечно, длинные руки, длинные ноги, очень тяжело с ним. Очень с ним тяжело, я уверен, что кто бы, вот сдача Ерохин сдается. В общем-то, да, в общем, уже понятно, что он в невыгодном положении. Если бы болевой делался в центре круга, что могло получиться в этой ситуации? Надо. Я не чувствовал никакой боли. Второй полуфинал. Михаил Илюхин, Ахмедхан Саидгусейнов, оба представители боевого самбо. А я хочу продолжить свою мысль. Кто бы не вышел из них, на Морай, ему будет очень тяжело бороться с ним в финале. Очень. Михаил Илюхин, боевое самбо, Россия, 26 лет. Ахмедхан Саидгусейнов, 25 лет, боевое самбо, Россия. Вот появляется Михаил Илюхин. Пока бойцы выходят, мы много раз представляли их уже, думаю, нет нужды. Я просто хочу сказать, отметить несомненный успех боевого самбо на этих соревнованиях. В общем, и в частности, вот школы Волкхана, который привез замечательных бойцов. Вот и Илюхин, и Ерохин, вот Сагид Гусейнов тоже, они все его ученики. И у нас получилось так, что полуфинал один у нас получился чисто тульский. Мог бы быть, кстати, и финал, если бы Ерохин выиграл Морая. Может быть, финал был бы тульский, как и в прошлый раз. Но вот судьба легла иначе сейчас. Поглядим, как будут развиваться события. Ну, в общем-то, я думаю, что, конечно, Илюхину повезло больше в полуфинале, чем Ерохину, потому что Ерохин вышел, конечно, фаворита. К сожалению, повторю, он проиграл в полуфинале. Первый финалист у нас Рикардо Морай, Бразилия, джиу-джитсу. И вот сейчас в этой схватке должны определить второго полуфиналиста. Им будет боевой самбист, это уже ясно, потому что оба борца представляют боевое самбо. И оба борца из Тулы, школы Волкхан. Ну, посмотрим сейчас, что они выберут. Вот Илюхин в своем стиле, Илюхин прошел ноги и уже сделал болевой. О, это самый короткий бой, по-моему. Он, по-моему, побил рекорд. Самый короткий бой, даже короче, чем бой Гурлева с Василием Сивчиком, когда был, по-моему, там секунд, наверное, 20. Я даже не успел засечь. Хорошо, что вот оператор как-то успел показать. Да, он тут же шел в ноги, да, и болевой. Да, и очень неожиданный бой. Для меня, по крайней мере, очень неожиданно. Ну вот, мы имеем второго финалиста. Вот он идет, вот он, красавец, идет. Михаил Илюхин, второй финалист. Смотрим повтор, да. Захват за ноги, как на тренировке просто. И сразу переход на болевой. Вот он сразу сел на ахиллес. Несколько слов о вашем сопернике в финале. Напомним, значит, физические данные. 115 килограммов. Насколько опасен он для вас? Все вопросы потом. Финальная пара чемпионата известна. Михаил Илюхин из России и Рикардо Морай из Бразилии. А вот что говорят о своих схватках бойцы, не прошедшие в финал чемпионата. Ну, я просто был плохо подготовлен. Не хватило функционалки. Он выиграл сегодня, а завтра я выиграю. И послезавтра я выиграю. И все нормально. Не хватило специальной борцовской выносливости. А так особых травм, ушибов нету. Я проиграл. Что сделаешь? Сейчас проиграл, в следующий раз выиграю. Проиграл, но ничего страшного. Надо научиться проигрывать. Потом и выигрываю. И вот, наконец, финал. Финальный бой первого абсолютного чемпионата мира по боевым искусствам «Бои без правил». Финальная пара. Рикардо Морай, Бразилия. Михаил Илюхин, Россия.
Джиу-джитсу против боевого самбо. Кто победит? Первым появляется Михаил Илюхин, боевое самбо. С пола Волхана, он из Тулы, Россия. Трудно сказать. Вот сейчас я первый раз, кажется, вижу, как Миша волнуется. Что он волнуется, он выходит неспокойно, уже так, уже как-то уже напряженно выходит. Но это действительно высшая точка чемпионата. Это действительно его апогей. И действительно сейчас мы получим вопрос, кто победит, и тот, который задал Дима. Кто есть кто? Кто сильней? Хотя на самом деле побеждает, конечно, не стиль, как мы говорим, а мастер, но все равно его, так сказать, победа ложится и на весь стиль. Я хотел бы добавить, вот сейчас выходит Рикардо Морай из Бразилии, что оба бойца уже участвовали, значит, 2 дня прошло чемпионата, и каждый из них выиграл по 4 схватки. Потеряна уже масса сил. Трудно сказать, кто из них выглядит свежее. Конечно, Рикардо Морай очень мощный спортсмен, и может быть, ему какие-то победы дались и легче, чем Михаилу. Но я не знаю, трудно. Михаил очень силен, это видно внешне. Вот он очень мощный физический человек. Мощный физически. Я напомню, что кроме того, что они по весу почти одинаковые, ну не почти, там разница где-то 15 килограмм у них, в росте большая разница. Рикардо Морай 2,02, а Михаил Илюхин 174 сантиметра, 179 у нас было на заставке, но 174 на самом деле была ошибка. Ну посмотрим. Вот Михаил Илюхин сразу пошел, он понимает, что бесполезно ввязаться в обмен ударами. Молодец, очень хорошо. Понимает Михаил Илюхин, что бесполезно было ввязаться в обмен ударами с такими руками у Морая, и он полез сразу бороться. И правильно сделал, он свалил его, и, в общем-то, сейчас находится в положении, которое выгоднее, чем у Морая. И он может атаковать дальше, но Морай его вяжет, он ногами его держит вот, в области таза. Да, Морай очень длинные руки, но вот уже Михаил начинает наносить удары, по-моему. Одну освободил руку, да, одной рукой уже нет, Морай опять взял руку и, в общем, не дает. И смотри, Морай уползает, или Михаил Илюхин его тащит на середину кадра, я не понимаю, но они сместились. А вот Михаил пытается наносить уже удары головой, потому что руку Морай все-таки связал. Не может Михаил пока руками работать. Морай его держит, а он головой так таранит его сверху. Ну, молодец Михаил, что сразу ушел в ноги, и сейчас он находится в выгодном положении. Да, в более выгодном, я не скажу, что совсем уж в победном, но в более выгодном. Вот рука опять освободилась, он нанес удар сразу. Вот еще серия по ребрам. Вот отдал Морай, нет, не отдал, опять взял. Не дает руку, Морай, да, понимает. Вяжет, конечно. Он понимает, что если отдаст руку, удары сверху. Морай пытается пробить почки Михаила. Нет, я думаю, что он не почки пытался ему пробить, просто пытался его сбить он таким образом. Вот серия опять. Отдал Морай руку и пошла сразу по ребрам, сбивает дыхание Михаиловым ударами. И, может быть, эти удары, они приносят какую-то мелкую пользу, они раздражают. На трибунах сейчас вот опять просто нет, там такой стоит дух, что, в общем-то, ничего не слышно, потому что люди скакивали на столы, там и стояли на столах, на бордюрах. Такого напряжения я много видел соревнований, я ни разу не видел, что люди так болели. Все болели, конечно, за нашего Михаила Илюхина, несомненно. Рикардо пытается уйти, но из-под Михаила уйти очень трудно. Мало того, что трудно, он же все время, как только он отпустит хотя бы одну конечность у Михаила, то сразу начнет ее бить. И прекрасно понимает Морай, вот он конечности держит руки, а Михаил головой вот так таранит, как бычок так вот. Пытается в челюсть, в нос, такие болезненные удары будут. А Морай это понимает и руки вяжет руки, а ногами как вот держал в области таза Михаил, не пускает, не пробился Михаил на него. Вот он его ногами держит, очень хорошо причем держит, я бы сказал, очень грамотно. Скрестил ноги и не дает. Вот судья там подлез посмотреть, что происходит. Убирает пальцы, видимо, кто-то там за ухо Рикардо, по-моему, в пальцах давит на глаза, по-моему. Нет, еще не на глаза, но, видимо, он, может быть, за нос хватал или что-то не было видно. Но, видимо, что-то было. Вот как только рука освобождается у Илюхина, вот Морай наконец отдал руки, и пошел в атаку. Вот то, что я говорил. Знал Морай, что нельзя давать руку, но все-таки Миша вытащил руки и сразу пошел, нанес 2-3 удара, в общем-то, которые достигли цели, я думаю. Да? Вот еще. Нет, вот парировал один удар. За счет длины ног, конечно, Морай может отодвигать Михаила, и он почти стоит. Еще. Вот только руки отпускает, сразу Михаил, да, руки действительно колоссальные руки длины. Он вытягивает руки, и Михаил не достает ему до лица. В горло уперся, и все. Чувствуешь напряженный бой, какой вроде бойцы-то лежат все время, они даже не производят так особо действий технических, а вот у меня, например, очень так, я очень напряженно. Адреналин вырабатывается, да, это, конечно, настоящий Я спорт. напомню, что и высокая ставка-то высока, $50 000 чемпиону, это же, в общем-то, большие деньги. Он главный титул чемпиона. Да, я думаю, что деньги действительно не самое главное, они тоже нужны, но это не самое главное для бойцов. Морай сейчас пытался за ногу взять Михаила, потому что, не знаю, то есть он руками может доставать до ногам, может быть, вот еще видишь, раз, да, пытался опасно. Ну вот,
Вот Михаил опять Марай отпускает. Ну как уперся, здесь нет. Остается, наверное, сантиметров 5 между ними, когда он на вытянутых руках держит Михаила. Это, конечно, превосходство физических данных у Марая просто колоссальное присутствие над всеми участниками. Вот и отвечает снизу, да, отвечает снизу. То есть молодец, бой интереснейший, очень бойцы. Я думаю, что они равные, в общем-то равные, несмотря на то, что немножко по кондициям физическим они отличаются. Вот устали оба уже, подустали, вот и Михаил подустал. Надо дать должное Мараю, несмотря на такое невыгодное положение, он все-таки держит Михаила, старается на расстоянии, и еще снизу пытается атаковать. В общем, да, он вот держит ноги. Атака прошла несколько раз, не сильно, наверное, прошел, а вот Михаил его просто по ковру таскает. Смотри, от сетки он оттащил его в центр, уже противоположному, не углу, так сказать, а противоположной грани десятиугольника подтащил. Так вот, как вот, напором своим нажим, видишь, вот так вот. Уже в прыжке Михаил бьет, он понимает, что уже просто делать нечего, уже просто падает, в падении уже бьет Марая. Вместе с весом побежал. Да, руки, потому что руки по-другому не убрать. Ну Марай пытается уйти. Удар. Естественно, Марая сейчас одна задача. Мараю надо либо поменять положение, либо встать, да, потому что, в общем-то, невыгодно. Он не может снизу атаковать так, как Михаил может сверху атаковать. То есть, если они вяжутся в обмен ударами, он однозначно проиграет. Конечно. Поэтому он ударит, и потом опять уходит в защиту. А Михаилу Илюхину вот, надо, я думаю, что надо что-то делать, потому что он явно не получается у него пройти. Я не знаю, попытка Марая уйти, но Михаил его держит. Да, сидя за... Нет, Марай, я думаю, так не уйдет. Это, в общем-то, так достаточно вяло показывал. Но из этого положения снизу знаменитый Грейси периодически душил своих противников. Ну, во-первых, не совсем из этого, так скажем, он его душил. Во-вторых, он душил тех, кто не совсем знал борьбу в партере. Да. Я думаю, что с такого положения Илюхина задушить, я думаю, что невозможно. Это чемпион России, я напомню, по самбо, чемпион турнира Евразии первого по военным правил. Это во многом очень титулованный спортсмен. Все-таки, вот теперь Михаил разворачивает. А уже разбил он Мараю, посмотри, уже Мараю он что-то разбил. То ли бровь, то ли щеку он разбил уже у Марая появилась кровь. То есть 2-3 удара, которые он наносил. Вот попытка выйти. Вот эта попытка выйти у Марая, Михаил держит хорошо. Нет, 95 килограмм, и техника Михаила не дает ему уйти. Не может, я думаю, что... Так, вот еще один удар. Да, вот, может быть, тот удар и прошел, и разбил первым с падением. Вот Михаил пытался повторить его. Он поднялся, может сказать, даже подпрыгнул и рухнул на Марая с ударом. Вот и кровь мы видим, что у Марая уже идет, достаточно сильно кровь идет. Да. Ну давай, Михаил, давай. Ну еще разочек прыгни, ударь. Да, но Рикардо не сдается. Нет, он терпит. Мощные удары, он терпит. Я думаю, что... Так, что там происходит? Марай, по-моему, надавил на глаз. И судье сейчас надо дать предупреждение. Ну, в общем-то, можно дать предупреждение, но тогда не мешать бойцам драться. Вот они сами решили и стали продолжать борьбу. Но вообще-то судья должен дать предупреждение Мараю. Ну, хотя... он не смог просто их разнять. Я думаю, что это бесполезно. Настолько яростная схватка, настолько они уже... Но это уже выплескивают все эмоции, потому что шли к финалу, и вот финал это уже... Когда нечего терять, уже надо все отдать и победить или проиграть. Михаил должен выиграть, давай, Михаил, подпрыгни еще разочек, ударь. Ударь его еще разочек сверху. Очень длинные руки. Очень не дают. Никак. Вот. Как будто услышал. Ай, вот какая это ошибка Михаила, да. Ай-яй-яй-яй. Вот Рикардо и да. дождался своего момента и взял его за пятки. Да, зацепил он за ногу и сбил. Выжидал. И смотри, как сразу, вроде уставший-то был, лежал. А тут смотри, какой сразу живенький опять стал. своим молотком стал долбить. Да, ну такая опять привычная картина. Рикардо Марай сверху кого-то бьет. И опять этот кто-то, это наш боец, за которого мы болеем, и опять он невыгодно. И причем, я должен сказать, что Михаил лег очень неудобно, он лег ничком. Вот из этого положения защищаться вообще невозможно практически. Ему надо срочно уходить, просто каким-то, я не знаю, даже может перевернуться на спину, это было бы лучше, потому что ничком он ничего, видишь, он ничего не может сделать. Да. Он ни рукой не может, ничего. А тот локтями обрабатывает, да, это дали ему волю. Дали волю Мараеву. Смотри, две руки свободны. Ой-ой-ой, ты посмотри, как он со всего маха сверху. Две руки свободны. Да, вот это неожиданно. Очень. Михаил пытается встать.
Но он пока не пытается уйти, он потом, видимо, готов. А вот Рикардо пытается душить, по-моему. Да. Вот он просунул руку, сейчас просунул руку под шею. И, может быть, попытается душить. Я не думаю, что у него получится удушение. Нет, Михаил защищается. Сбивает, да. Я думаю, что Михаил умеет защищаться. Рикардо вынуждает его открываться своими ударами. То есть он бьет в одно место, и Михаил должен перемещаться, Михаилу как нужно открывать шею срочно Михаилу нужно предпринимать и уходить из этого положения ничком. Это просто безнадежное положение. Сверху 115 килограмм. И бешеная воля еще выиграть. Не забывай, что плюс к килограммам еще есть. И потом еще Рикардо получил от Михаила столько посмотри, ударов. да, разозлился. Посмотри, но он сейчас локтями уже, видимо, то ли кулаки отбил и стал. Вот эта попытка уйти у Михаила, может быть, могла увенчаться успехом, если бы он мог прихватить ногу Марая. Опять на удушение пошел Рикардо. А Марая его растягивает, видишь, между ног. Да. И опять растягивает по ковру, и опять сверху. Но это просто что-то чудовищное происходит. Я не понимаю, Михаилу, конечно, тяжело уйти, но, в общем, ему срочно надо уйти из этого положения. Это просто безнадежно. Если он так будет лежать, так оно и будет его Марай бить, пока он не сдастся. Вот попытка, вот Михаил, может, уйдет сейчас. Может быть, сейчас Михаил уйдет. Но нет, Марай опять придавил его. И вот сейчас, кстати, он взял голову. Вот сейчас он взял голову. И сдача. Вот все, сдача. Вот мы и знаем. Очень обидно. Да, но Рикардо тоже, смотри, как он дышит. Он даже встать не может. Ну, в общем, схватка где-то продолжалась минут, наверное, 12-13. Вот это вышел секундант бразильца, поднимает его, очень устал, конечно, и Илюхин, вот вышли врачи. О, да, Рикардо серьезно разбито лицо. Мараю, да, смотри, с одной стороны и с другой. Видно, прошли удары. Это чемпион, кстати, это чемпион, абсолютный чемпион нашего чемпионата по боям без правил. Первый чемпион. И как обидно, что первый чемпион не россиянин, а бразилец. Но побеждает сильнейший, побеждает достойно. Вот Михаил Илюхин, расстроен, конечно. Он выдержал, кстати, град чудовищных ударов, но не сдался. И сдался только, когда его придушил Марай. Там уже трудно сопротивляться, когда тебя душат. Но все удары он выдержал, и не было сдачи. Он лежал, хотя Марай, мы видели, просто колотил его, вколачивал в ковер его просто. Марай выглядит гораздо хуже, чем Михаил. Да, оба глаза подбиты, что-то там губы у него. Врачи оказывают помощь. Первый раз у него и никаких такое. Эмоций, смотри, как вот устал. Видишь, он зол. Он так устал, что он даже нету вот этих вот скинутых рук, вот этого вот победного танца, который мы видели все время. Ты помнишь, он на ринге всегда поднимал руки и так красиво ходил, так картинно. Нет, вот попытка поднять, поднял руки, наконец-то получилось. Вот они. Ты посмотри, какая разница в росте. Вот они стоят рядом. Первый раз во весь рост стоят рядом. На 2 головы, по-моему, Илюхин ниже. На 2 головы. Я считаю, что вот мое мнение, что, конечно, Илюхин не слабее Марая, просто побеждает только один. Да, наверное, он все-таки вот смотрим. Вот это Михаил Илюхин. Когда кладет Марая. Правильно был, хорошо пошел, и ведь прошел в ноги и бросил. Я повторяю, что Марая можно бросить. Вот вяжет руки Марая, вот то, что я говорю, головой Михаил Илюхин. Таранит его. Таранит. Вот руками, вот прошел. Вот. Нет, нельзя, не может сильно ударить. Вот ответ Марая. Ответ Марая прошел, он защищается. Вот сейчас должен быть удар сверху, когда он подпрыгнул. Вот это вот надо было ему больше таких делать. Вот да, стоит. Ударов. Нет, вот это удар сверху. Ты посмотри, вот это надо было ему делать все время. Надо просто было колотить. Вот одна ошибка и все, и проиграешь. Вот. Да, нет, да. не здесь. Да. Сейчас это удар. Нет. Вот она. Вот захват за пятку, да. Все. И сбив. Ну это Марай явно знает, как бороться. То есть Михаил, очевидно, привык к своему положению сверху и несколько расслабился, забыл о том, что какие устал, руки. А тут уже пошло, конечно, смотри, у него 2 руки свободные. 2 руки свободные. Локти, пожалуйста, кулаки, пожалуйста. Ну, Михаил, посмотри, лежит, но не сдается Михаил. Ну, нихуя, я понимаю, это вот до мозга костей чемпион, боец. Вот сдача ногами пошла сначала, и вот рукой так неохотно рукой Михаил бьет, он понимает, что... Зато ногами как. Да. Он, очевидно, сильно придушил. Что ставит, эта точка не в его пользу закончилась схватка, и он не становится чемпионом. Он проиграл, к сожалению, финал. Вот посмотри, робко так рукой неохотно очень, но ногами, да, ногами он, конечно, видимо, уже душит действительно Марай душит. Судья вовремя судья подошел, оттащил Марая, которого, я так понимаю, что очень трудно было оттащить, потому что он уже просто никакой. Он уже никакой. Да, встал он не Это сразу. колоссальный бой. Но мы получили чемпиона. Это стал им Рикардо Марай, Бразилия. Представитель знаменитого клана Грейси, мастер джиу-джитсу.
Сегодня, как говорится, победа за ним. Но я знаю, что я оправдаю все равно надежды и своего тренера Полхана, и всех наших болельщиков. Я буду все равно быть первым. Обязательно. Вот идет первый чемпион мира по боям без правил в российской версии. Михаил Илюхин, я считаю, не слабее его. Просто такова судьба всех спортсменов. В специфических соревнованиях побеждает только один. Сильнейший на данный конкретный момент. Вот Рикардо Морая выводят на награждение. А сейчас ему будет вручен пояс абсолютного чемпиона мира по боям без правил. Да, совершенно верно. Абсолютно чемпион мира по боям без правил. Рикардо уже очухался немножко, он поднимает руки. Вручать будет пояс. Вот стоит с поясом. Это Александр Иванович Нишаков. Он президент Ассоциации каскадеров, президент оргкомитета чемпионата. В общем, человек, благодаря которому состоялось это шоу, это соревнование. Очень много затратил усилий. И помогает ему вручение. Это Михаил Мамиашвили, наш знаменитый спортсмен, неоднократный чемпион мира по греко-римской борьбе. Очень известный спортсмен, очень тоже помогал нам много в организации чемпионата. Вот Морай красавец, конечно, красавец, я понимаю, но все равно нет пока сил радоваться у Морая. Все равно он стоит довольно, так скажем, с побитым видом. Я считаю, что он потрясен. Этой схваткой он потрясен. Я думаю, ни в одной схватке он такого не испытывал. Я думаю, он не ожидал такого. А вот тренер в белой майке, Рикардо. Да, майки «Морской комсомолец», да. Это вот как раз Ренцо Грейси, который привез сюда команду Бразилии, который очень высоко отзывался о нашем чемпионате, сказал, что обязательно бразильские участники будут всегда приезжать на наши чемпионаты. А это Давид Рудман, неоднократный чемпион мира по борьбе самбо, чемпион Европы по борьбе дзюдо. Он вручает Рикардо Мораю, это очень интересный момент, Дмитрий, он вручает Рикардо Мораю пояс абсолютного чемпиона мира по боевому самбо. А это чтобы пояс был специально учрежден для этих соревнований? Да, потому что мы считаем, организаторы, у нас, кстати, один из организаторов это клуб боевого самбо, вот директор Анатолий Жуков вручал грамоту. И мы считаем, что, в общем, эти соревнования очень близки к боевому самбо, и поэтому учредили еще один пояс. Итак, первый абсолютный чемпионат мира по боевым искусствам «Бои без правил» закончен. Его организовали Ассоциация каскадеров и клуб боевого самбо. Ждем вас на наших новых соревнованиях.